30 июня с космодрома Байконур запустят ракету-носитель «Союз-2», на которую будет нанесена символика Чувашии, изображение летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме договорились глава республики Олег Николаев и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Свои намерения о сотрудничестве руководители региона и госкорпорации скрепили подписями в соглашении. В инстаграме пресс-службы главы Чувашии уже появилась фотография, как предположительно будет выглядеть летящий к Международной космической станции «Союз-2». Кстати, на 30 июня у Олега Николаева запланирован рабочий визит на Байконур. Как отмечают в региональном правительстве, подписанный с Роскосмосом документ будет способствовать инновационному развитию республики, реализации политики импортозамещения, расширению ассортимента выпускаемой продукции на местных предприятиях, переориентированию рынка сбыта, освоению новых видов производств. В свою очередь, глава госкорпорации не скрывает своей заинтересованности в станках, которые выпускают на территории Чувашии. Оборудование востребовано при переходе на новые технологии ракетостроения. Байконур открыт с точки зрения взаимодействия с республикой, и Восточный также открыт, поэтому, может быть, мы дополнительно там в ходе рабочей поездки обсудим возможность подготовки специалистов для этих космодромов в республике, возможность приобретения каких-то технологий, строительных материалов, каких-то иной продукции, которая может быть востребована на таких больших стройках. Поэтому вот мы начнем вот с малого, ну хотя оно уже не малое, да, но с чего-то мы начнем, и дальше будем смотреть, как расширить наши отношения. Также на полях Петербургского экономического форума много говорили о цифровой трансформации общества. Правительство Чувашии подписало ряд соглашений, касающихся повышения доступности услуг, связи для жителей республики, цифровизации городского хозяйства, внедрения, к примеру, умных остановок или комплексной системы видеомониторинга, которая будет способствовать повышению безопасности на улицах городов и сел. На форуме Олег Николаев также подчеркнул, что в регионе активно работают над цифровой трансформацией госуправления. Мы сейчас находимся на стадии детального содержательного обсуждения стратегии цифровой трансформации Чувашской республики на предстоящий период. И буквально в ближайшее время хотим его утвердить. Причем содержательно с экспертами мы планируем его обсудить на экономическом форуме, который пройдет 23 июня в городе Чебоксары, накануне Дня Республики, Чувашской республики. И там мы эту стратегию обсудим по 16 направлениям нашей жизнедеятельности. Ну и, конечно же, наша главная задача, чтобы цифровизация реально меняла нашу жизнедеятельность, причем качественно, содержательно, ну а самое главное, чтобы люди чувствовали вот эти изменения в виде простоты общения, простоты коммуникаций, ну и, конечно же, быстрого реагирования органов государственной власти на их запросы.